Более 12 миллионов сомов похитили мошенники у граждан, игравших на биржевом рынке. Используя известный бренд, злоумышленники обещали суперприбыль. По правилам, вложив 1000 сомов, человек получает 1500 сомов. С каждым разом эта сумма увеличивается. Однако, когда данная цифра достигла миллионов, организаторы игры скрылись. В сети аферистов попались более 500 человек со всех регионов страны. Среди них есть пенсионеры. Мы вот народ, оказывается, доверчивый. Мы потом сами над собой смеялись, что мы дали так легко и просто оглупить себя вот этим двум молодым людям. Воспользовавшись нашей доверчивостью, эти молодые люди скрылись, захватив с собой несколько миллионов. 19-летний парень и его девушка обманывали кыргызстанцев при помощи компьютерной программы и через Инстаграм. В социальной сети каждому пользователю они открывали игровые счета, которые с каждым днем, как казалось доверчивым гражданам, пополнялся денежными средствами. На самом же деле из счета людей пропадали их сбережения, рассказывает жительница Бишкека. В общей сложности сумма превышает 12 миллионов сомов. У всех имеются чеки, суммы разные. У меня на руках имеется 102 чека на общую сумму более 3 миллионов сомов. Среди пострадавших есть и те, кто вложил миллионы, надеясь получить больше. Я вместе со своими сестрами вложили 1,5 миллиона сомов. Эти деньги предназначались для начала бизнеса. А теперь что нам делать? Как быть дальше? Не знаем. Мы требуем суд рассмотреть это дело объективно и вернуть наши кровные. Хочу обратиться к соотечественникам. Не верьте подобным сомнительным призывам в социальных сетях, как в свое время сделали мы. Оперативники службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемую. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Была установлена личность молодого человека, однако он в данном деле проходит как свидетель. На данный момент проводится расследование, в ходе которого будет дана юридическая оценка его действиям. Помимо этого в милицию поступило 35 аналогичных заявлений. Сумма ущерба устанавливается. Накануне Первомайский районный суд вынес решение водворить задержанную в СИЗО номер 1 на 2 месяца. Данный факт был зарегистрирован в РПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество Уголовного кодекса Кыргызской Республики». В ходе поисковых и разыскных мероприятий оперативниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержана подозреваемая 2001 года рождения и доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворена в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Также был установлен парень, который в данное время проходит свидетелем, проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана юридическая оценка по его действиям. Пострадавшие рассказывают, что вложили деньги не от хорошей жизни. Из-за двухмесячного карантина для некоторых из них данная игра показалась шансом заработать на хлеб. Чтобы избежать и не попасться на подобные аферы, необходимо проверять информацию, так как мошенники с каждым днем придумывают все новые уловки, предупреждает милиция. Ну а всех тех, кто пострадал от действий мошенников, правоохранители просят сообщить по следующим номерам телефонов 0707 71 71 14 или же 102. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.